Друзья, добрый день. Давид Халшин. Так, значит, меня просили как-то еще давно показать, как я делаю пельмени и манты. Ну, я опять как-то забылась и начала их делать. Мы пообедали, девочку накормила, посуду помыла, правда, не стала разбирать. Сделала один творог. У меня прокисло молоко, я забыла его поставить в холодильник. Что-то у меня часто я начинаю забывать об этом. Процежу, поставлю, и холодильник у меня в том доме, в новом доме, стоит морозильник. Обычно я, чтобы туда не ходить, и брашку туда посылаю, и иногда забываю, что пока он зайдет, сказать, чтобы он ее туда поставил, и молоко, короче, прокисло, сделала творог из жирного молока. Как раз, ну, будет такой вкусный творог. Потом вспомнила, что меня просили показать, как я делаю пельмени. Ну, в принципе, ничего нового, конечно, я не делаю. Тесто, как я делаю на все, и на пельмени, и на манты, и на все остальное, у меня есть. Я вам уже буквально 2 дня тому назад об этом сделала ролик. Это тесто для галушек, которое я делаю. Но я просто скажу вам, как я его делаю, показывать не буду. Значит, просто повторюсь, может быть, кто-то не смотрел, кто-то новенький. Не все же просматривают все. Значит так, тесто я делаю так. На килограмм муки у меня столовая ложка соли, 4 столовые ложки подсолнечного масла и пол-литра, извините, и пол-литра обычной воды из-под крана. Не горячей, не теплой. Да, мне писали, что именно в такое яйцо я добавляю, в такое тесто я добавляю яйцо или еще что-то. Я делала и с яйцом, и без яйца, и на кипятке. По идее, любая хозяйка делает по-своему. Ну, так делаю я не знаю. Если вы считаете правильным, делайте, как вы делаете. Я просто показываю, как я делаю. Я не говорю, что это правильно и что так должно быть. Так, значит, про тесто сказала, друзья. Фарш, ну, как обычно, фарш, у меня сейчас полкилограмма фарша, я добавила 150 грамм жира, потому что у меня мясо было не жирное совсем. И добавила 250 грамм лука. Ну, и по вкусу соль и красный перец, черный перец. У меня есть вот такие вот 2 штучки, которые делают, вырезают кружочки. Но я люблю вот именно с маленькие пельмешки. Просто или, скорее всего, на ужин мы будем их сегодня. Как раз дочка с обеда, дочка на обед должна прийти. Она поест. Ну, я точно не знаю. По ходу посмотрю, что я буду готовить на ужин. Если что-то не буду готовить, то на ужин приготовлю. Просто я боюсь, что маме на ужин они будут, ну, нехорошо. Все-таки бабушка. Я стараюсь ее как-то вот в действительности все время поддерживать, кормить правильно, чтобы ей не было плохо, чтобы там желудка ничего не было. И поэтому на ночь побоюсь ей дать. Она очень любит пельмени, так что, скорее всего, на ужин пельмени не будет. Наверное, завтра на обед я отварю пельмени. Так, вы знаете, никогда не умею сидя делать что-то тоже. Вот, или пельмени, или что-то такое можно было бы делать сидя. Но вот не люблю я сидя лепить. Замесила сегодня тесто, что-то соскучилась по работе. А когда работаешь, хочется сидеть дома. Не угодишь, короче, человеку. И так, и так. Сегодня еще была на похоронах. Умер муж двоюродной сестры моего мужа. И вот пришла оттуда. Быстренько покормила девочку, маму. Вчерашний у меня стояла еще. Рулетик стоял, и супчик был. Так что вот так вот, друзья. Как-то что-то вот нахлынуло, расстроилась, вспомнила и свое.
тоже был, умер не пожилой, 62-го года только мужчина. Как-то мне бывает, конечно, не по себе после похорон или после того, как кто-то что-то там расскажет, а потом еще сын мой позвонил недавно, тоже что-то вот у меня как-то в душе все перевернулось. Он говорит, ну, все лето собирается приехать хотя бы ненамного, хоть на неделю в отпуск, не получается у него. И говорит, мама, если бы ты приехала, то бы я и домой бы не приехала. Я говорю, а ты что, только ради меня домой едешь? А говорит, ради кого мне туда еще ехать? И вы знаете, как-то мне в душе стало не по себе. Все-таки мальчики скучают. С одной стороны, мне, конечно, приятно, что они по мне скучают. С другой стороны, мне обидно, что им приходится работать вне, далеко от дома. И когда действительно я готовлю какие-то вкусняшки, тоже все внутри переворачивается, что их нет дома. Ну, что делать? На все воля Аллаха. Даст Аллах, и будут дома тоже. Просто, ну, настолько у меня были дети домашние, никуда не отлучались, мне было, конечно, очень сложно. Даже когда вот, девочки вышли замуж, особенно когда вторая вышла замуж, мне казалось, что вот все опустело, дом опустел. Просто когда старшая дочка выходила замуж, ну, она вышла в такое время, ну, чуть больше полугода, как умер мой муж. И мне как-то больше даже было обидно, что она вышла замуж, и я как-то не так восприняла это. Да еще тогда вот строился дом, все такое, хлопоты, заботы, я как-то не успевала и соскучиться, и что-то такое, и обида на нее тоже была какая-то, может быть, и неправильная, конечно. Вот когда вторая вышла замуж, я не знаю, на меня что-то все время накатывало, мне плакать хотелось. Вот, ну, это вот действительно было как-то не по себе, что вот раз, и твоего ребенка нету дома. Ну, было так, не по себе. Долго было не по себе, но потом я как-то потихонечку привыкла, свыклась с этим. И то же самое было, когда в первый раз мои мальчики в прошлом году уехали. Уехали, причем все трое вместе. Это тоже было... Мне вообще не хотелось возвращаться домой с работы. Я тогда еще работала. И мамы со мной тогда еще не было. Мама была у сына. Единственное, у меня водитель был дома. И вы знаете, как-то вот настолько иногда тишина угнетала меня, вот, прямо даже мешала эта тишина. Я боялась даже, вот, как-то, вот, я не знаю, это было что-то. Обычно, когда дети маленькие, так хочется тишины, покоя. Так, друзья, у меня закончилась у телефона зарядка, пришлось протянуть переноску. Так, ну и вот, что я с вами говорила. Да, о том, что вот когда уехали мои мальчики, мне было очень скучно. У меня, и я вспомнила, вот делая, тоже говоря об этом, как у меня моя свекровь говорила всегда. У моей свекрови было 8 детей. И в 80-е годы, когда вот я вышла замуж в 86-м году, ну и до моего замужества, конечно, я не знаю, с какого года, и до 90-х обычно наши вот кавказцы ездили на заработки в Россию. Ну и мои тоже. И мы тоже. И я была, по-моему, 3 раза была я тоже вместе с ними со всеми. И мне и моя свекровь, моя мама говорила, она оставалась одна дома тоже летом. 2 дочери было замужем, когда я вышла. Нет, когда я вышла замужем, была только одна. Когда я вышла замуж за них, за моего мужа, только одна заловка была замужем, остальные все были дома. Но после того, как я вышла замуж, через месяц вышла вторая заловка. Получается, 6 детей ее было дома. И она говорила, вроде бы я так много рожала, их было 8, а остаюсь я одна, никого не бывает дома. И я тоже вспоминала в прошлом году, когда вот вроде бы было их 5, но со мной сегодня никого нет. Вот
И действительно было очень, ну, я не знаю, как я прожила несколько месяцев, вот потом все-таки младшего домой не прислали, Играшка уже приехал, я уже как-то более успокоилась, а то, не дай Аллах, я не желаю никому, чтобы были одни, чтобы родители тоже оставались одни. Все-таки пусть будет много детей, чем их вообще нет. Мне так кажется. Вот просто некоторым кажется, что много детей это трудно, что... Ну, трудно, конечно, какие-то трудности есть, но все равно каждый ребенок, каждый твой член семьи все равно берет свое, как говорится у нас, свое место. И уже как-то вот без одного и без них, например, не представляешь, вот кого бы можно было бы из них отделить, чтобы его не было, не дай Аллах, все-таки. Это твои дети, это твоя кровинка, и я не знаю. Я действительно всю жизнь жила только ради своих детей, и сейчас живу ради них. И это не просто так сказать красивые слова, а действительно весь смысл моей жизни – это они. И мне кажется, по крайней мере, что пока они это понимают. И хочу, чтобы все дети понимали своих родителей. Вот как-то так, друзья. Что-то на меня опять сегодня нахлынуло. Вот не знаю, Аишка уедет сегодня, опять буду. Ну, правда, сейчас не одна, сейчас, конечно, и мама, и Брашка, уже не так скучно. Но тем не менее, все-таки ребенок в доме – это все-таки счастье. Я желаю всем, кто хочет этого счастья, у кого нет этих, ну, нет детей, нет этого счастья, чтобы они у них были. Действительно, смех детей и даже плач детей – это очень хорошо. Вот так вот, друзья. Так, ну, наверное, я на этом закончу процесс, как я просто не делаю их быстро, потому что с вами общаюсь. Так-то их уже рука вроде бы набилась, я быстрее делаю. Ну, сейчас отварю немножечко для дочери, а она доделаю и только завтра на обед. Вообще у меня всегда лежали в холодильнике и пельмени, и голубцы, и манты. Если даже кто-то позвонит, кому-то надо купить. И так, если кто-то пришел в гости, чтобы быстро раз-раз и за какие-нибудь 10-15 минут у тебя блюдо готово. Все-таки это очень удобно, когда есть время делать эти заготовки. Но просто у меня вот прям с мая месяца вообще нисколько не бывает времени. Не то что заготовки делать, а их даже хотя бы на сегодня сделать. Не знаю. Ну вот, друзья, хочется с вами поговорить. Была бы сразу обратная связь, было бы интересно поговорить. Ну, наверное, как-нибудь сделаю еще раз с вами прямой эфир. И поговорим, о чем вы хотите, что вас интересует. Я еще видела в ютубе совсем маленькие, как делают пельмени, и суп с пельменями. Интересно, как трудно будет их лепить. Эти, насколько они маленькие, их надо бывает лепить. У меня был как-то один магазин, что вот именно требовали вот такие вот маленькие. И у меня тогда не было вот этой вот штучки. И где только, чего только я не искала. Перерыла все у себя, маленькие крышечки, маленькие эти штучки. Просто я принесла размер пельмешки, какой нужен был им. И вот по этому размеру нужно было сделать. Вот никак не могла найти эту штучку, еле-еле нашла. У меня была такая подставка под зубочистки. Вот, ее приспособила. А потом нашла на рынке эту штучку. Так. Ну все, друзья, на этом мы закончим свои пельмени. Сейчас отварю их. И потом мы будем, наверное, делать помидоры в собственном соку. Я вам покажу.
И вот, друзья, я закончила лепить пельмени. И теперь, наверное, займусь приготовлением помидоров в собственном соку. Аиша, а ну, фи, что ты кушаешь? Смотрите, как у нас Аишка любит цветную капусту. Что в сыром виде, что в вареном виде. Она ее просто так уплетает. Вот так вот. И брокколи также есть. И в сыром, и в вареном виде. Причем вот с маленького возраста она любит эти капусты. Вкус же такой не очень-то у них, но она их обожает. Так, мы с Аишкой тут вот ждем мамку. Готовим заодно. Да, Аишка? Мы же мамку ждем. Аиша? Мама, чего роги? Роги. Друзья, и сегодня мы с Аишкой будем в собственном соку солить помидоры. Так, значит, у меня тут 3 литра уже готового томатного сока. Я его прокипятила. Ну, он у меня варится уже минут 30, если не больше. Хотя по рецепту так много и не надо, но мне некогда было, пока я с девочкой возилась, он у меня вот так вот варился. Значит так, 3 литра, на 3 литра нужно 3 столовые ложки соли, 9 столовых ложек сахара. И теперь, после того, как добавили сахар и соль, мы этот сироп, ну, этот томатный сок, будем варить еще минут 5. Пока варится этот сок, как видите, я, как обычно, стерилизую таким образом. Ну, если несерьезная стерилизация нужна банкам, залила крутым кипятком, накрыла крышкой, и уже минут 10 он у меня стоит. Вернее, они у меня стоят. Так, друзья, и вот 5 минут у нас покипел сироп. После того, как я добавила сахар и соль, я сюда закинула 2-3 листочка лаврового листа и штук 10 горошка. А за то время, что я закатала 2 банки, потому что за время съемок мне позвонил сын, и мне пришлось немножечко отвлечься. Так, теперь смотрите, что дальше. Вот сироп у нас, только сиропом его называют. Томатный сок у нас готов. Теперь я закидываю помидоры и бланширую их в течение минут 15. Вот в этом томатном соке. Аишка. Ну, наверное, как раз на 2 банки и хватит. Все, и вот минут 15 мы будем бланшировать. Алло, ханиге, Аишка. Так, друзья, и вот 15 минут прошли. Теперь мы вылавливаем отсюда помидоры. И потом так, пока мы тут готовили, Ишкина мама пришла. Ишка, иди, или давай, иди. Так, зальем соком. Ишка хочет за мамой идти, смотрит на меня и стоит. Так, и сюда нужно 3 зубчика чеснока положить на баночку, друзья. Ну, по рецепту говорят, и можно зелень, но я почему-то зелень сюда не добавляю. Мне кажется, она просто неуместна сюда, друзья. Вылавливаем помидорчики. И потом зальем соком.
Я вам как-то говорила, что помидоры в собственном соку меня любит мой сын, старший сын. А так, в принципе, так никто и не очень-то уважает их. Поэтому я делаю их, как обычно, немного. Ну, обычно банок 10 я делаю. Но сегодня вот 4 банки закатаю, пока у меня нет помидоров больше. Сок у меня, правда, еще есть немножко, а вот помидоров нет. Так, баночку. Ну вот, и теперь закатаем. Все. Помидоры, собственно, соку на сегодня у меня готовы. У меня и там остался сок, вот видите, и еще на улице у меня литра 3, наверное, сока. Так что, скорее всего, придется или помидоры покупать, или, может быть, я сделаю свекольный салат. Тоже нужен помидорный сок. Там посмотрим. И перец еще можно зафаршировать. Как получится, друзья, по деньгам, как у меня получится. Кое-что надо купить. Пока, как говорится, небольшие затруднения. Ну ничего, Аллах никогда нас не оставляет. Что-то да где-то выскакивает. Ну вот, как-то так, друзья. По банке я помою. Ну вот, друзья, у меня много подписчиков появилось новых. Я благодарна и им, и благодарна всем своим старым подписчикам. Друзья, всем большое спасибо за подписки, за комментарии, которые вы мне пишете. Мне очень приятно. Я в действительности стараюсь для вас. Мне нравится показывать, что я делаю. И мне очень-очень нравится, что, в принципе, и вам это нравится. Ну, пишите комментарии, что бы вы хотели. И что бы вы хотели, чтобы я рассказала или показала, или что бы вы хотели узнать. Я буду благодарна вам, я буду вам отвечать на все ваши вопросы. И большое-большое вам спасибо. Я действительно не могу даже высказать, насколько мне приятно читать ваши комментарии, насколько мне приятно смотреть, как подписываются ко мне люди. Это действительно не передать словами. Я не лицемерю. Это просто, как сказать, как будто бы крик души. Мне так приятно, мне так тепло. У меня появилось столько знакомых, и столько, мне даже кажется, что вы все у меня родные. Огромное вам спасибо. Ну вот, как-то так. Хоть мне и сказали, одна подписчица написала, что раздражает слово как-то так. Друзья, ну раз я начала эту тему, напишите, раздражает ли вас действительно всех это слово. Я не буду, ну это не слово, а словосочетание, я не буду этого говорить. Но у меня вот вроде бы начался мой канал с того, что мы так и начали, как-то так. И у меня постоянно повторяется это слово. Но если раздражает это словосочетание моих подписчиков, конечно, я его не буду говорить.